Всем привет! Это кузница Табункнась. Вот я хотел бы показать вот наши ножи, новая линейка. Вот такие простые ножи, рабочие. С одной стороны вогнутый спуск такой, а с другой прямой спуск. Я хотел бы показать, как их вот надо ухаживать и точить. Есть такие разные, чтобы не шумело при скрадывании там этот мех. Такие ножи. Вот такие есть. Сейчас я вот хотел бы показать, как надо точить в походных условиях и дома. Вот раньше якуты использовали такие корисала. Вот, это многофункциональная вещь. И вот, можно разводить костер. Вот, допустим, это корисала, и можно править. Так, сейчас, допустим, вот тупой нож, да, и вот так. Ну, для правки он это работает как мусат. Вот, или можно вот так обух другого ножа, вот допустим, вот так. Вот я беру камень. Вот у нас более-менее мягкая, и можно точить об любой камень, там, об какой-нибудь брусок. А сталь у нас У10А с 1% углерода. Она ржавеет. Вот надо ухаживать все время. Но зато режет хорошо. Ну, вот резучая сталь такая хорошая. Вот надо точить от левой стороны. А с правой тут у нас, напоминаю, вот вогнутые. И вот, ну, покажу. Вот так вот ложим вот так, и чтобы было удобно, вот допустим, вот, отберете какую-нибудь деревяшку и пробуйте, как вам это удобно вот работать. Вот так вот, допустим, вот не очень же это удобно, да? А вот так более-менее так. Она будет там скользить. Вот лучше сразу вот так точить, чтобы это было удобно. Вот там нож отработал хорошо. Вот у меня в данное время парусок 1000 грит от мелкозернистая. Вот прикладываю и вот точу. Ну, простыми движениями поступательными. Вот на кончик это можно чуть поднять, чтобы там как ковырять что-нибудь, чтобы был прочный кончик. И вот так, вот такими движениями поступательными равномерно вот, выводим заусенчик такой. Так, постоянно над руками проверяем, вышел заусенчик или нет. Вот, допустим, здесь вышел, здесь нет, здесь нет. Вот. Дальше работаем вот так. Вот можно вот так делать, или вот так. Вот как умеете, так и точите. Простыми движениями. Вот я, допустим, вот так делаю, а некоторые по-другому делают, как их точили отцы.
деды. Допустим, здесь вышел нормально. Тут цведение более толстое. Сейчас я возьму другой камень. Вот, более грубый камень. 200 грит, такой грубо зернистый камень. Он меняет очень вот, быстро. Ну, потом вот наточим, выйдем на более мелкий, чтобы риски снять, чтобы более трезучий стало. Почти вышел. Тут можно потолще взять, чтобы более острый, более тупой угол для прочности. Всякие ковырятельные работы. Вот вышел. Сейчас проверяем. Вот пальцами это легко проверяется, вот чувствуется. Здесь вот есть маленький участок. И вот можно вот так делать. Отдельно. Вот вышел от равномерной заусенец. Вот пальцами проверяем. Вот. Сейчас берем другой мелкий камень и выравниваем вот эти грубые риски всякие, да, чтобы нож стал более острым и вот резучим. Убираем вот мелкие риски от грубого камня. Аккуратно работаем, сильно давить не надо. Вот легко прижали и все, работаем. Вот можно совершать разные движения. Вот. Все. Вот теперь с другой стороны желательно это работать на плоской поверхности, чтобы вот здесь была вот ровная от площадка. Сейчас вот как мы видим, да, вот такой вид. Сейчас покажу, как станет. Вот снимаем все заусенчики. Вот так. Вот так. Кончик можно сделать. И вот видим здесь вдоль вот режущей кромки вот вышел вот тонкий как бы ровная площадка, как бы здесь получается, и вот легко правиться, как бы. А вот эта сторона, да, вот правая сторона, как бы получается все время плоская, без этих подвода. И поэтому вот такой вогнутый. Вот раньше вот делали поверхность. Первоначально вот так точим. Вот здесь должна выйти вот здесь вот тонкая, как бы полированная поверхность, и вдоль от режущей вот кромки вот тоже, да. Вот первоначально мы как бы выводим вот эту площадку вот так вот перед отправкой. А потом по мере пользования вот пользователь, он только здесь как бы выводит заусенчик только, и все. Вот так вот таким движением вот ровно вот ложит на камень, вот на плоский, и вот так выводит. Так, и все. Как бы вот постепенно геометрия
правильно вот вывелось. Сейчас вот кончик тоже надо немножко, чтобы был. Вот ириски надо убрать от кончика. Вот грубо. Вот вышел, как бы вид такой стал. Вот на кончике есть такие ириски мелкие. Сейчас их уберу. Вот эту поверхность вот желательно вот не трогать пастой Гои. Вот можно вот эту сторону. Вот эта поверхность должна быть идеально вот плоская. Так. Ну вот лучше вот на камне делать все. На каком-нибудь вот хорошем камне. Вот ровном. Или можно взять какой-нибудь вот мелкий наждачный лист и переклеить на деревяшку ровную и вот на нем точить. Это работает вот так же. Вот все. Вот как видим, здесь вот подводик идет, вот ровный, да, вдоль. И вот тонкий подвод точить вот всегда легче, чем всю поверхность. И поэтому вот раньше вот так точили, как показывают раскопки. Вот у таких геометрия, вот если вот такая, вот ножи раньше точились вот таким-то образом. Вывели первоначальную геометрию перед отправкой, да? Сейчас вот мы так делаем, чтобы был вот очень толстый нож. Мы потом берем вот камень атлантский, отмасленный камень такой, и потом здесь еще это выводим до идеальной остроты. Вот. Вывожу и потом вот так точу. Перед отправкой только вот так делаем. Вы можете вот сами посмотреть, как вам, как это работается. Вот, допустим, добираете шкуру и вот можете вот сами подобрать какой-нибудь один камень и постоянно вот на нем выводить режущую кромку. Вот еще раз показываю, как вам вот надо точить. Вот берете вот мелкий камень, да, и вот так. Вот можете вот так делать. Или вот так. То есть мне 5 брусков таскать с собой не надо? Нет. Вот, допустим, берете какой-нибудь камень вот хороший. Вот, или вот наждачный лист ровный. Это получается у вас только один раз точится? Да. Мы перед отправкой только вот так делаем. А потом нам только выводить остается? Да. Вам остается только выводить и следить за клинком, чтобы не ржавело. А как следить за клинком, чтобы не ржавело? Вот постоянно протираете вот тряпкой. Вот можете вот так штаны там или как. Газеты. Газеты там. Чтобы нож постоянно был сухой. То есть мыть его нельзя, да? Нет. Потом все время вот надо в ножнах. Тогда нож ржаветь не будет. Я проверяю остроту, да? Вот допустим, вот берет вот ноготь и вот
цепляет или нет. Это потом подберу вот от волосы вот. Не должен скользить. Вот не должен скользить. Ну, цепляться должно. И потом беру такую вот деревяшку, чтобы чистая была, без песка там. Потом можно вот работать там. Работает хорошо. Вот или можно взять какой-нибудь карандаш. Это, допустим, вот такой. Вот очень резучее получилось. Вот тонкие стружки можно делать, более грубые. Все ножи так точите, да? Да, все вот ножи вот так делаем. Все, нож острый. В конце пожелаю вам хорошо ухаживать за вот клинками. Постоянно протирайте, чтобы не ржавело, и точите. Ну, вот уважайте труд кузнеца. Все. От имени нашей кузницы Дабун Кнайс мы хотим разыграть данный нож. Данный нож сделан из стали У-10, рукоять кап березы якутской. Вот. Ножны обтянуты кожей, внутри вставка из березы. Вот очень такой красивый ножик. Вот эта бусина, это как талисман для охотника, для рыбака, ну и просто для людей. Для подписчиков канала Дневник Ивенко. Подписывайтесь на канал. Привет каналу Дневник Ивенко. Сразу прошу прощения, давно не получилось сразу выкинуть видео. Был в командировке. А нож получил. Участвовал в розыгрыше. Нож хороший, нравится. Находимся на охоте с друзьями. Если кто зрители канала не верит, что был розыгрыш, вот, пожалуйста, якутский нож. Спасибо мастеру, что сделал такой ножик хороший. Будем участвовать дальше. Всем пока.